Есть что-то особенное в первых неделях жизни в новой стране. Переезды, усталость, куча новых впечатлений. Собственно, об этом это видео. Про переезд в новое аутентичное место в Дублине, прогулки, оленей и разные детали жизни в Ирландии. Приятного просмотра. Проходили мимо и увидели цены на дома и квартиры. Стало интересно. 3 миллиона 525 тысяч. 295 тысяч. Вот это самое дешевое. 825, и выглядит, честно говоря, не очень. Хотя это может быть как дом, да? Что я не вижу. 270. БР Е2. Ужасно. Да. 895. 1 850 БРФ. Обалдеть. Sale Да. agreed. Вроде бы тысяч за 400-600 евро. Но интересно, они могут писать просто лишь бы это конкуренцию создавало? Не, я думаю, просто есть такие варианты. То есть как выбирать квартиру, можно найти хороший вариант по хорошей цене, а можно купить какую-то. Мне очень нравятся эти домики. Они еще отдельно от дороги, хотя бы. Оставили вещи возле ресепшена, там есть отдельная комната, куда можно оставить, вроде как безопасно. Сумки, это так удобно. Все, и пошли гулять. У нас есть 3 часа примерно, ну меньше. Еще перекусим у нас с собой. Пакет, покажи пакет. О, там шпинат, все нормально. Сейчас такая погода еще хорошая. Частично солнечно, облачно, дождя нет, при этом так свежо. Да, ну полчаса назад был ливень. Ну, нормально, видишь, повезло. Такое еще все зеленое, очень приятно смотреть. А белка бесстрашная. О, Фух, белка молодец. Слава богу. да ну белка, конечно, быстрее этого бульдога. Первую неделю после переезда из Польши в Ирландию мы жили в самом центре Дублина. Вы спрашивали, что за отель. Называется он Beckett Lock. В прошлом видео показывала наш номер, сейчас хоть покажу вам больше лобби. Тут есть такой коворкинг, бар, ресторан и вот такой настольный шаффлборд. Интересная игра, довольно популярная в Ирландии. Вообще отель мне очень понравился и по уюту, и по расположению. Spencer Dock. Luca Spencer. Переезды. Это не всегда легко. В таких моментах особенно. Раз ниже. Оп. Прикольно. Не так, чтобы мы далеко уехали, но в этом районе хоть атмосфернее и поспокойнее. Под боком знаменитый Феникс парк с оленями, до центра полчаса на транспорте и Lidl совсем рядом. К слову, время как раз закупиться. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards. Обзор покупок с Лидла, нашего родненького. Скучали неимоверно. Кабаноси. Ой-ой. Сливочное масло. Вот такой вот сыр моцарелла. Бананы. Хочу отметить, что в Лидле подешевле, чем в других магазинах. И тут он считается одним из самых бюджетных. Крем-сыр самый обычный. Цукини. Картошка. Морковка. Почему-то на развес сегодня ничего не было. Огурцы.
цветная капуста такая огромезная, яйца 18 штук. Удивительно, что тут либо есть 6, либо 12, либо вот 18. Но чем больше берешь, тем дешевле. Куриное филе, да и вообще мясо тут дорогое, по цене золота. Но мы его все равно берем, потому что, а что делать при гастрите, как бы другого нельзя. Куриные ножки, 2 вот таких пачки. И последний пакет, кухонное полотенце, потому что почему никогда не ставят, не ложат какие-то тряпки, чтобы убирать в номерах, квартирах, я не знаю. Белый тостовый хлеб, чтобы делать тосты, которые тут в Ирландии, оказывается, популярны, везде есть тостеры. Обычно вот такое вот печенье, кексики мне вот такие вот милые, макароны, белый обычный рис, правда такая огромная упаковка, ну какая есть, греческий йогурт и корнишоны. Все вместе получилось на 48 евро. И это еще Андрей подключил карту скидочную Lidl с польской переделанной на ирландскую. И сэкономили еще 3,5 евро. На ней не знаю. Ну, короче, как-то так. Смотрите, какую красоту мы нашли. Тот момент, когда в Ирландии, в Дублине, вышло солнце спустя кучу дней. Как вы понимаете, к оленям мы ходили не раз, их тут сотни, просто ходят себе по территории парка, так что встретить их достаточно легко. По правилам подходить к оленям близко нельзя, но мы это узнали уже в самом конце. Очередной рум-тур. Проходите. Как всегда, вам рады. У нас такой малюсенький номер. Ну, как номер. Не, вообще это квартира, на самом деле. Но выглядит как номер. Вот у нас тут есть немножко метров пройтись. Кровать, уютные лампы, грязное окно, которое, кстати, не открывается, и мы не можем его почистить. Мы, в принципе, не можем нормально убраться в этом месте, потому что тут нету приборов, мусорных пакетов, ничего. Но неважно. У нас такой вид на вот эти вот дома ирландские, на дорогу, поэтому тут громковато, но при этом неделю пожить нормально. Уютно, все равно красиво, и солнце светит прекрасно. Кстати, выходила, но очень мало. Что тут еще? Я пропустила столик. Подождите, будет вырезка. Есть небольшой шкаф, стол. Курить нельзя, написано. Никто и не планировал. И вот здесь метр на метр душевая с туалетом. И самый прикол тут, это, конечно, душ. Это у нас не просто душ, как видите, а какая-то шайтан-машина, которая берется вот так вот и нажимается на кнопку. Ага, ну сейчас еще не работает, блин, ладно. Тут можно выбирать температуру, формат, как оно там вода льется, и звучит оно немножко стрёмно. Это электрический душ, ребята, я такого никогда не видела вообще. И я боялась,
идти в него, потому что электричество и вода что-то у меня не совмещается. Все очень маленькое, миниатюрное. И кухня. Мы опять ее выбрали, она нам надо, чтобы готовить. В принципе, тут все так компактно расположено, есть маленький холодильник, немножечко посуды, буквально капелька, маленькая плита, духовка и, в принципе, всего очень мало. Ну вот реально, мусорных пакетов не было, почему? А еще даже есть огнетушитель с Fire Blanket. Дубль 2. У нас просто выбило электричество. Именно в душе. Не знаю, почему такое уже было. Итак, вот, у нас все настроено. Берем, включаем. И он вот так вот гудит. Берем, выключаем, но самый прикол в том, что когда вы его включаете, неважно, где стоит вот этот вот пиптик, то сначала включается, по-моему, холодная вода, потом горячая, либо наоборот, и потом она только выравнивается. И так каждый раз. То есть, если вы выключите, то надо будет опять заново ждать. По цене эта квартира получилась 616 евро на неделю, дешевле, чем тот номер предыдущий, и при этом мы еще одни сутки не будем тут жить, решили вот раньше выехать, потому что нашли долгосрочное жилье, и там, конечно, будет комфортнее. Я считаю, в таких местах можно только временно жить, вот именно в старых домах, в таком маленьком пространстве очень тяжело жить вдвоем, вот, работать, ну, все равно прикольный опыт, атмосферно. Просто еще старые дома — это плохое, как это называется, господи, плохая звукоизоляция, и при этом постоянные вот эти звуки со всех сторон, с батареей, еще с чего-то. И еще слышно, как ходят соседи. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. С временным жильем то же самое. Так что в следующем видео нас ждет последний переезд. Наконец покажу вам квартиру и как мы ее обустроили. Спрашивайте все, что вам интересно про аренду в Ирландии в комментариях. А мы увидимся совсем скоро. Пока.